Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время Азии» с главными событиями дня. В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в программе. Российский Сенат одобрил введение войск в Сирию. Это случилось сразу после заявления Путина в ООН, что Россия в Сирии воевать не будет. Президент Сирийской Арабской Республики обратился к руководству нашей страны с просьбой об оказании военной помощи. Самая старая жительница Земли живет в узбекском Хорезме. Она родилась в позапрошлом веке. Отпрыски казахстанских высокопоставленных чиновников становятся кошмаром страны. А дети соратников Путина захватили самый прибыльный бизнес в Москве. Сын генпрокурора России Игорь Чайка, вот, кстати, его компания «Хартия». Житель Кыргызстана отправился вокруг света пешком. Он оставил дом, семью, работу и друзей и назвал свой поход «След кыргыза». Самая старая жительница Земли живет в Узбекистане. Она родилась в позапрошлом веке. Мамажон Романова появилась на свет в 1896 году в Хорезмской области. Когда началась Первая мировая война, ей было 18 лет. Вторую мировую она встретила в 43-летнем возрасте. А когда Узбекистан обрел независимость, Мамажон Романова исполнилось 95 лет. В этом году она отметила свое 119-летие. У долгожительницы 30 внуков, 70 правнуков и 6 праправнуков. Однако звание самой пожилой жительницы планеты ей досталось только в этом году. В том же Хорезме в марте скончалась Тути Юсупова в возрасте 135 лет. По версии книги рекордов Гиннесса, сегодня самый старый человек в мире живет в Соединенных Штатах. Сусанне Джонс 116 лет, что на 3 года меньше, чем жительница Узбекистана. Однако, по мнению наблюдателей, Мамажон Романову занести в книгу Гиннесса практически невозможно, поскольку в период ее рождения Хорезмом мирно правил Мухаммад Али хан, и тогда не существовало порядка выдачи новорожденным свидетельств о рождении. Их было 4. 2 года назад ее младшая сестра умерла. Ей было 86. Но бабушка считает, что ее сестра жива. Мы не говорим ей, что она умерла. Когда бабушка спрашивает о ней, мы просто говорим, что она в порядке. У нас нет другого выбора. Почти 1 миллион трудовых мигрантов из Кыргызстана работает в России по неофициальным данным. Но даже при этой цифре можно представить, какое количество детей оставлены родителями в республике. В лучшем случае за ними присматривают родственники, в худшем бросают. Наш корреспондент Жибек Бегалиева узнала, как живут кыргызские беспризорники. Учить алфавит Тансулу начала в 9 лет. До этого ходить в школу девочка просто не могла, не было документов. У младших братьев и сестер Тансулу свидетельств о рождении нет до сих пор. Мама малышей на заработках в Казахстане. С детьми осталась престарелая бабушка. Я себя хорошо чувствую. Конечно, 60 лет дают о себе знать. 2 мои дочки уехали работать. Я осталась их детьми. К нам приходят сотрудники районного отдела соцзащиты. Помогают оформить документы внуков. Таких семей среди жителей глинобитных построек вокруг Бишкека немало. Новостройки соцработники называют самым сложным участком. Взрослые на заработках в России, дети остаются с родственниками. К сожалению, их родители думают лишь о том, как заработать денег. Образование, воспитание, социальные навыки детей отходят на второй план. Есть случаи, когда подростки в возрасте 15-16 лет не ходят в школу. А еще бывает, что, уезжая в Россию или в Казахстан, детей просто бросают. Родственникам они не нужны. И таких детей привозят к нам. Работает вся семья. Они просто их там оставляют, и все. Мама этих 2 малышей тоже уехала работать в Москву. В приюте мальчики всего неделю. Оттого они еще не замечают ничего. Ни шумных детей вокруг, ни их новых забав. Оба глазами ищут маму. Ну, видите, они еще не адаптировались. Они пока еще так не общаются. Ну, пытаются сейчас. Я думаю, побудут немножко, они адаптируются, и нормально все у них будет. Дети постарше часто становятся героями милицейских сводок. Примерно каждый 13-й подросток, попавший в детскую комнату, ребенок трудовых мигрантов. По неофициальным данным, только в России работает до 1 миллиона кыргызстанцев. Сколько всего детей в республике остались без родителей из-за того, что их папа и мама уехали за границу, никто не считал. Конечно, мы эту проблему признаем, что многие родители-мигранты уезжают и оставляют детей своих. Это создает проблему, социальную проблему. Но мы не делим детей на мигрантов и немигрантов. В этом интернате почти у каждого 4-го воспитанника родители в Москве. Некоторые из них отправляют денежные переводы прямо на имя директора учреждения.
хотя это, конечно, не афишируется. Москва – это большой город. Люди идут, чтобы найти работу, чтобы своих детей прикормить, одевать красиво. Деньги на красивые наряды для дочери мама Бегимай зарабатывает, трудясь в рыбном цехе в подмосковном Голицыно. Приезжать в Бишкек ей удается очень редко. Вот и приходится умещать материнскую любовь в одну скайп-сессию. Раз в неделю один разговор. Мы уже почти год не были там. Вот каждый звоним, так и плачет она. Вот, говорит, скучает. Каникулда баралась без. Каникулда барчувалась. Куда-нибудь сразу қалды. Все. Дюбек Бегалиева, Азат Интымаков. Настоящее время из Бишкека. С президентом Казахстана случился казус во время его выступления на Генеральной ассамблее ООН. Нурсултан Назарбаев свою речь подготовил на родном языке, но, как выяснилось, первые несколько минут его никто не понимал. Как написал в своем блоге один из журналистов кремлевского пула, все были уверены, что Назарбаев выступит на русском языке. Но когда стало понятно, что речь главы Казахстана никто не понимает, Назарбаева прервали, сославшись на возникшие трудности с переводом. Я прошу прощения, ваше превосходительство. Я опасаюсь, что у нас трудности с переводом. Я прошу вас прерваться на 1 минуту. После того, как Назарбаев был прерван, вышел человек и объяснил казахстанскому лидеру, почему его остановили. На поиски переводчика ушло около 4 минут. Все это время Назарбаев сидел на стуле рядом с трибуной в ожидании переводчика. Как только ситуация разрешилась, президент Казахстана заново начал свою речь. Какой технический? Снова начать? Да, снова начать. С самого начала. Перевода не было тогда. Сейчас не скажут, когда начать. Скорее. Почему возникла ситуация с отсутствием переводчика-синхрониста? Ведь казахский язык не входит в число 6 официальных языков ООН. Назарбаев впервые выступал на Генеральной ассамблее на казахском языке. Его окружение должно было быть об этом известно. Казахстанский интернет вновь взбудоражили выходки детей высокопоставленных чиновников. На днях там появились кадры свадебного кортежа, который самым грубейшим образом нарушал правила дорожного движения, создавая опасную ситуацию на проспекте в центре казахстанской столицы. Как выяснилось, это была свадьба сына крупного чиновника МВД Республики Бахыджана Балташева. На кадрах видно, что машины едут задним ходом, мешают движению, выезжают на встречную полосу. После того, как стали известны имена, полковник полиции Балташев подал в отставку. 2 неделями раньше уволился из канцелярии премьер-министра Казахстана Булат Уракильдиев, отец юноши, который избил в столичном торговом центре продавщицу. Полиция его сразу же задержала, и сейчас идет следствие по данному делу. И вот еще один недавний случай, произошедший на Центральном проспекте в Алма-Ате. Водители 2 автомобилей устроили дрифт, совершая опасные маневры и мешая потоку машин. Оба получили по 10 суток ареста. По неофициальной информации, они также являются детьми высокопоставленных родителей. Одной из самых обсуждаемых тем сегодня в Казахстане – это назначение старшей дочери президента Дариги Назарбаевой вице-премьером правительства. За годы своей политической деятельности Дарига Назарбаева успела побывать депутатом, возглавить партию, медиамагнатом. В ее руках были сосредоточены крупнейшие медиаресурсы республики, в частности, главный национальный телеканал «Хабар», несколько радиостанций и газет. До сих пор ее влияние в казахстанских СМИ оценивается как решающее. Дарига Назарбаева также пробовала себя в роли оперной певицы и исполнительницы русских романсов. Вот как оценивают ее возвращение на политическую сцену эксперты. Президент фактически вывел в открытое пространство, в пространство публичной политики, конкуренцию 2 ведущих внутриэлитных групп. Внутриэлитную группу Дариги Назарбаевой и внутриэлитной группы премьер-министра Карима Масимова. Карим Масимов практически полностью обеспечивает контроль за административно-бюрократическим аппаратом, а Дарига Нурсултановна Назарбаева олицетворяет собой некий текущий консенсус так называемых старых элит, старой президентской гвардии. То есть здесь сейчас цена вопроса очень велика. Что победит, интеллект или, что называется, масса?
Крупные чиновники и олигархи поделили мусорный бизнес Москвы. К такому заключению пришли юристы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. По данным ФБК, контракты со столичным правительством на ближайшие 15 лет оцениваются почти в 150 миллиардов рублей. Что это значит для мусорного рынка и для простых москвичей, выяснял Вадим Кондаков. Все случилось как-то тихо и незаметно. Был конкурс, были торги и были победители. Но вдруг выяснилось, что мусорный рынок Москвы оказался в руках 5 компаний, которые раньше отходами никогда не занимались. В своем блоге юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь выложила отчет о том, кто стоит за новыми фирмами. Это дружественный президенту предприниматель Геннадий Тимченко, сын генпрокурора России Игорь Чайка, вот, кстати, его компания «Хартия», олигарх Роман Абрамович и глава госкорпорации Ростех Сергей Чемизов. О том, кто стоит за 5-й компанией, пока непонятно. Мы спросили Любовь Соболь, зачем столь уважаемым господам захотелось копаться в столичном мусоре. Ответ был до обидного незатейливым. Это очень просто. Это стабильный доход из бюджета. Огромные деньги. Игроки столичного мусорного рынка, а их сегодня около 500, сильно занервничали. Ведь они для новичков конкуренты, а административный ресурс еще никто не отменял. Вы готовы к тому, что теоретически вы можете его потерять, потому что вас просто выжмут из этого бизнеса, с этого рынка вообще? Ну, естественно, что наш бизнес сократится. В конечном итоге может так случиться, что нам придется действительно закрыть это направление бизнеса. Артем, бизнесмен, занимающийся мусором, согласился только на анонимную беседу. Уж больно влиятельные у него теперь конкуренты. Говорит, если они захотят монополизировать рынок, платить за это будут все. В случае, если там собственники этой инфраструктуры захотят поднять цены, то у государства не будет выбора с ними там поспорить и так далее. Да? То есть будет поднят тариф на вывоз мусора, да, который платит население. Но возможное повышение цен – это полбеды. Вероятнее всего, новички не захотят вкладываться в развитие, что очень скоро приведет к проблемам с чистотой и экологией. Это пришли совершенно новые люди, которые в этом ничего не понимают. Вроде они должны, их обязывают потом чего-то строить. Опять игра на пальцах. Глава столичной ассоциации мусорщиков показывает нам карту свалок Московской области. Он составлял ее для подмосковного губернатора, но она до того так и не дошла. Испугались, потому что вообще все хорошо считалось так. Все пишет, все хорошо. Удивительно, но никто точно не знает, сколько мусора выбрасывает Москва. Говорят, от 4 до 6 миллионов тонн в год, 98% из которых просто закапывают в землю. И все это при постоянно растущих тарифах ЖКХ, что уже вызывает у граждан приступы гнева. К чему это приведет в дальнейшем, никто сказать не может. Ни мы не можем сказать, да, ни общество не может сказать, ни сами власти. Они сами не знают, то есть какую яму они, видимо, себе копают. Но думать об этом сегодня как-то совсем не хочется. Ведь даже если копаешь яму, то веришь, что она не для тебя, а для кого-то другого. Ну, или просто для мусора, в конце концов. Вадим Кондаков, Стас Феофанов. Настоящее время. Далее в программе. Российский Сенат одобрил введение войск в Сирию. Это случилось сразу после заявления Путина в ООН, что Россия в Сирии воевать не будет. Президент Сирийской Арабской Республики обратился к руководству нашей страны с просьбой об оказании военной помощи. Житель Кыргызстана отправился вокруг света пешком. Он оставил дом, семью, работу и друзей и назвал свой поход «След кыргыза». Российская авиация нанесла первый авиаудар по противникам Башара Асада. Накануне Совет Федерации одобрил введение войск в Сирию. Теперь присутствие там российских войск получило официальное подтверждение. Это случилось сразу после возвращения Путина из Нью-Йорка, после Генеральной Ассамблеи ООН, где он заявлял, что участие российских солдат в наземных операциях не планируется. Российские официальные лица утверждают, что в рамках выданного Советом Федерации разрешения на использование войск в Сирии речь идет пока лишь о рейдах российской авиации для авиаударов по позициям исламского государства. Кремль подчеркивает, что Россия сейчас является единственной страной, которая будет использовать вооруженные силы в Сирии на легитимной основе, поскольку это решение обусловлено обращением президента Башара Асада. Президент Сирийской Арабской Республики обратился к руководству нашей страны с просьбой об оказании военной помощи. Речь идет исключительно об операции военно-воздушных сил Российской Федерации. Как уже говорил наш президент, использование вооруженных сил на сухопутном театре военных действий исключено. Это операция ВВС России,
конечно, не может продолжаться бесконечно и имеет вполне определенные временные рамки. Но какие они точно, так скажем, по суткам, равно как и огласить или назвать вам сейчас, сколько летательных аппаратов будет использовано, какие виды вооружения будут использоваться нашими ВВС, я по понятным причинам сейчас озвучить не могу. Мы были готовы к тому, что на каком-то этапе, возможно, появится такое обращение президента, и нам не потребовалось много времени для того, чтобы его поддержать. Мы считаем это обращение президента, занятую им позицию, которая излагалась на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, единственно адекватным, единственно верным, единственно точным ответом на ту тяжелейшую ситуацию, в которой оказалась Сирия, на ту трагедию, которую переживает сирийский народ. Главная цель операции Владимира Путина в Сирии – отвлечение внимания от агрессии в Украине и аннексии Крыма. Побочное – это сохранение зависимого от Москвы диктаторского режима Асада хотя бы на ныне контролируемой территории страны с военной базой России. НАТО решило пересмотреть свою концепцию. Это решение лидеры организации в немалой степени приняли под впечатлением от действий российской армии на территории Украины и в Сирии. В основе НАТО всегда лежали такие базовые принципы, как коллективная оборона и безопасность, а также урегулирование кризисов. Нынешние стратегии Североатлантического альянса предлагают добавить еще один компонент – принцип стратегической устойчивости. Имеется в виду способность стран-субъектов не только укреплять границу и военную мощь, но и предотвращать угрозы извне, направленные на критически важные сферы их деятельности. Одной из таких угроз становится политика Москвы, которая не ограничивается традиционными формами межгосударственных конфликтов. Россия все чаще прибегает к агрессивным действиям, которые характеризуются как гибридная война. Она сочетает открытые военные действия с партизанской борьбой и кибератаками. В этом контексте, считают эксперты, введение санкций против Кремля после аннексии Крыма – это не только политическая, но и оборонная мера в рамках общеевропейской стратегии. Политика Запада в отношении России должна быть гибкой. Запад должен следить за тем, какие шаги предпринимает Россия. Я в целом согласен с основной стратегической линией европейцев. Она предусматривает жесткое выполнение санкций и их зависимость от того, что Россия делает в Украине. Если Россия не только выведет свои войска, но и прекратит военные и технические поставки украинским сепаратистам, плюс предпримет позитивные шаги к достижению договора по Украине, тогда, я думаю, Запад сможет начать рассмотрение поэтапной отмены санкций. Новая геополитическая ситуация требует и новой стратегии. Пример Украины показывает, как легко нарушить стабильность любого конкретного региона. В этой связи НАТО разрабатывает целый спектр мер по усилению Альянса, от принятия в его состав Швеции и Финляндии до формирования групп поддержки из рядовых граждан, что-то наподобие Национальной гвардии. Предлагается расширить сотрудничество и с ближневосточными странами – Египтом, Иорданией, Объединенными Арабскими Эмиратами. Основополагающей задачей Североатлантического альянса является обеспечение безопасности, стабильности и суверенитета входящих в него государств. Однако сейчас, в условиях перманентной глобализации, достижение этих целей все чаще зависит от политических шагов других стран, а также от их желания взаимодействовать с НАТО. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Полиции США нередко приходится расследовать преступления, когда отсутствуют видео и фотосвидетельства. Однако приблизительный портрет нарушителя можно создать при содействии очевидцев. Как это делается, в репортаже наших американских коллег. На основе приблизительных описаний Луис Гибсон может составить портрет человека, совершившего преступление. Чем больше деталей, тем точнее будет набросок. Если преступника поймают, значит, я хорошо поработала. Луис пришла работать в полицию по личной причине. В возрасте 21 года, будучи танцовщицей в Лос-Анджелесе, она подверглась нападению. Нападавшего так и не нашли. Однако много лет спустя эти болезненные воспоминания стали причиной, по которой Луис пришла в это отделение полиции Хьюстона. Я хочу заниматься этой работой для того, чтобы поймали парня, которого в моей ситуации поймать не смогли. Свидетели преступления могут ознакомиться со специальной книгой, которая может помочь им детально описать преступника. Иногда Гибсон приходится очень нелегко. Однажды ей пришлось работать с 4-летним мальчиком, на глазах которого были убиты его родители. Я закончила рисунок, и малыш сильно рассердился и начал кричать, зачем я нарисовала этого человека. Я поняла, что смогла добиться сходства. Люди, которые были с нами, начали плакать. Луис помогает не только сотрудникам полиции, иногда ее просят вернуть прошлое. Вот эти рисунки появились со слов человека, пережившего Холокост.
Он описал мне свою 7-летнюю сестру, которую он видел в последний раз на городской площади, куда их согнали. Для своих 10 лет он был очень высокий, и его оставили в группе взрослых. Он видел, как сестру убили выстрелом в голову. Луис Гибсон сделала целый ряд подобных работ по просьбе тех, кто пережил ужасы нацизма и остался один на один со своими воспоминаниями о семьях и близких. Своих студентов Гибсон призывает пойти по ее стопам и не отказываться от возможности помогать обществу. Житель Кыргызстана Азамат Джаналиев решил за 6 лет пройти пешком 5 континентов. Он оставил работу, семью и друзей и отправился в кругосветное путешествие, которое назвал «След кыргыза». Свой путь он начал с родного Кыргызстана, где с ним встретился наш корреспондент Адилет Бектурсунов. Бодрой походкой по обочине дороги он идет не спеша и оглядываясь по сторонам. Он ушел из дома и обещал вернуться уже через 3 месяца. Путешественник Азамат Джаналиев за это время собирается пешком преодолеть 7 областей Кыргызстана. Вообще идти пешком изначально, получается, это как моя детская мечта. Когда я был маленьким, когда-то мечтал ходить, путешествовать. Меня как-то вдохновлял монумент Семена Тяньшанского. И я так понял, что я должен был путешествовать. За плечами уже больше сотни километров и несколько ночей, проведенных в походной палатке. Бывший архитектор решил для себя не искать легких путей. Еду готовит на костре, а душ заменять небольшие речки и водоемы. Вообще-то каждые 2 часа у меня такой перерыв. Я делаю по 10 минут. А так, в основном, утром ушел, каждые 2 часа отдыхая по 10 минут, по 10-15 минут. Потом обед строго по графику, 12, полчаса. Потом опять до вечера. Вот. От рассвета до заката. Свой ежедневный фотоотчет он публикует в социальных сетях. За несколько дней его страница уже собрала сотни подписчиков. Некоторые из них начали перечислять путешественнику деньги на пропитание. Подкармливает странника и попутный водитель. Я подумал, японец, а потом по-нашему заговорил, значит, все, это особый человек. Депутат пешком не пойдет. Ничего страшного, ничего страшного. Вот такое поколение людей у нас в Кыргызстане может страну поднять. Он же ради идеи, не за деньги пошел, правильно? Поход по Кыргызстану – это своеобразная разминка перед затяжной прогулкой. Азамат поставил себе задачу – пешком преодолеть за 6 лет 5 континентов. Этот маршрут он назовет «Следом кыргыза», по которому планирует в будущем заложить новый туристический маршрут. А итогом путешествия станет книга. Ее он планирует написать по материалам своего дневника. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.